29 октября Международная организация Амнистии призвала освободить казахского писателя Нагиза Мохаммеда, приговоренного китайскими властями к пожизненному заключению. Представители организации заявили, что беспокоятся за жизнь писателя и призвали людей отправить письмо начальнику тюремного управления уйгурского региона Ван Цзяню с просьбой освободить Нагиза Мохаммеда или провести суд в соответствии с международными стандартами. Нагиз Мохаммед, который являлся сотрудником Алтайского краевого управления культуры, был арестован в марте 2018 года после возвращения из Казахстана. В сентябре этого года Нагиз Мохаммед был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. Кроме этого, Нагиза Мохаммеда обвиняют в осуждении двуязычного образования, введенного Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане и праздновании национальных праздников Республики Казахстан. Семья писателя сообщила, что он отказался признать вину, за что и был подвергнут жестоким пыткам. Согласно данным сети Axios, компания Apple лоббирует в Конгрессе США законопроект по противодействию трудовой эксплуатации уйгуров. При этом отмечается, что для продвижения закона Apple договорилась с одной из компаний с целью избежать возможной шумихи вокруг данного вопроса. В начале марта Австралийский институт стратегической политики опубликовал отчет, в котором были приведены неопровержимые доказательства того, что на фабриках по производству компьютеров и комплектующих в провинции Наньчань, принадлежащих Apple и Lenovo, использовался труд подневольных рабочих. Но в июле Apple заявила, что на фабрике была проведена проверка, в результате которой фактов принудительного труда обнаружено не было. Американские конгрессмены от обеих партий обеспокоены трудовой эксплуатацией уйгуров и предпринимают шаги для предотвращения попадания продуктов принудительного труда на рынки США. Советник премьер-министра Пакистана по вопросам национальной безопасности и стратегического планирования Моид Юсуф выступил с заявлением о ситуации в Восточном Туркестане. Подчеркнув, что Пакистан и Китай являются стратегическими партнерами, Юсуф заявил, что уйгурский вопрос на самом деле не является проблемой. Наши делегаты не раз посещали регион. Увидев все своими глазами, мы убедились, что это на самом деле не является проблемой. Запад может говорить все, что хочет. Я, как ответственный чиновник, говорю, что осведомлен об уйгурах. Мы знаем о соседях все. Китайцы также знают о том, что происходит в Пакистане. У нас нет никаких проблем, заявил Моид Юсуф. Пакистан имеет тесные связи с Китаем, из-за чего правозащитные организации обвиняют Пакистан в безмолвии относительно происходящего в Восточном Туркестане. В 2019 году премьер-министр Пакистана Имран Хан говорил, что не осведомлен о политике ассимиляции и геноциде уйгуров, которую на тот момент осудил весь мир. Стало известно, что маска, которую использовала Ангела Меркель, объявившая о введении чрезвычайного положения и частичного локдауна со 2 ноября, оказалась китайской подделкой. Филипп Хейман, генеральный директор компании Linden Care, производящей медицинские защитные материалы, исследовал маску, похожую на FFP2, которая является одной из самых надежных масок. Во время интервью с корреспондентом газеты Bild Хейман рассказал, как отличить оригинал от копии. Маска, которую носит премьер-министр, поддельная и, вероятно, китайская. Она не обладает сильным защитным действием и может пропускать частицы вируса из-за отсутствия контрольной фазы после маркировки SE, отметил Хейман. Великобритания вновь ужесточает ограничения, связанные с распространением коронавируса. С 5 ноября жителям страны разрешается выходить на улицу только по делам первой необходимости. Рестораны, пабы и магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты с 5 ноября по 2 декабря, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Коронавирус в Великобритании распространяется быстрее, чем допускали наши медицинские советники в своих худших реалистичных прогнозах, сказал Джонсон во время выступления на британском телевидении, подчеркнув, что в текущей ситуации локдауну нет альтернативы. 30 октября официальное число случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 1 миллион.